Украина послала туда своих, так сказать, людей подмазаться к этому делу. Они под эту марку разбомбили Афганистан, Ирак, сейчас будут Сирию, ну и так далее. То есть это уже бандитизм высшего класса. Высшего класса бандитизм. Ну а если кто-то еще сомневается о том, что эта программа идет, я вам зачитаю официальную бумагу. 7 сентября 2000 года независимая газета опубликовала доклад Игнатова. Это генеральный директор информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Официальное лицо. Называется его доклад «Стратегия глобализационного лидерства для России». И вот послушайте, что пишет этот чиновник в этом докладе. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство, узурпация власти в мировом правительстве хасидско-парамасонской группой, требует скорейшего исправления. И далее он пишет. Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию золотого миллиарда, мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорится, приплыли, дальше некуда. Официальная совершенно бумага 2000 года.